Сейчас вот это заклеим. Саня, а кто оператором-то будет? Никто? Хочешь, иди. Так Настю не видно. А потом как получается? Настю надо немножко сюда. А подними ты ногу просто. Можешь поднять? Не поможет. Хорошо, Настя, давай сюда. Короче, направляй, Саня, Настю. Садиться, чтобы тебе все попало. Вот так. Так хорошо. Макса зазря только дергали. Не, Макса не зазря дергали, потому что он за вундером А, я сидел. мне тоже. Ну просто. Давайте, Пацаны, ребята, делайте. Все Ваши- приветствуется. Да. А, пацаны и девчонки, простите. Пацаны, девчонки и питон, потому что забыл наклеить. Сейчас я все достану. Не надо. Передоза не должно быть. Не должно. За пиво не посадят. Я вот для того, чтобы его не было. Сыграй максимально громко, как бы ты могла играть. Ага, играй. Капец. Сантиметр все решает. Еще громко. Отлично. Я готов. Все, я готов писаться. Ну, добро. Вундер? А, Быгдер. Быгдер, Михайлович. Давай. Быгдер и Миксалыч. Пацаны, мы с вами. Пацаны, мы с вами тоже. Добро. А можем уже? Ну все, я запустил рэк, ребята. Вы начинаете лобать. Алло. Говорить радио Городня, студия Ньоман 9. Не знаем, чи есть студия 7 или 8, але мы сидим у 9. Здравствуйте, дорогие соотечественники и другие слушатели. Со мной тут у студии мой друг Быгдер. Здравствуйте, дорогие радиозрители и телеслушатели. С нами тут еще двое неизвестных. Один будет стучать, а другой будет пищать. И тут еще какие-то люди, но мы их не знаем. Не знаем этих Ну, мы людей. их не знаем, поэтому нам все равно. Нет. Вот. Ну, слухай, давай начнем с главного. Откуда появились Быгдер и Миксалыч? Они не с Луны свалились. Не, ну не с Луны понятно, мы ж не лунатики. Ну, Луны тогда не было видать, потому что это был день. Ну, это был велопоход 2012 года. Витебская область, Майорский район, озеро Попки. Дневка. Нью-Йоркский район Дневка. И мы сидим на Дневке там И у попка. и всякой херней занимаемся. Нет, попкой не балуемся, там по-другому. Нет, подожди, ты перепутал. Это озеро называлось Попки, а не мы называли. Озеро Попки, да. Озеро я помню, Попки. да, И Майорский район. полная попка была. Лил дождь тогда, как с ведра, ты вспомни тогда. Ну, пиво мы уже попили с утра. Пиво попили, да. Да, а в обед уже пить не надо, а все крепкие напитки напьются вечером. Да. А у нас ну, и нам ничего не было заниматься. Вот, Ничего не было делать. Вот, не вообще. покупаешься, ни рыбу не половишь. И Да. Олежа не было. А, не, Олежа был. Ну, у него удочки не было. Удочки не было, але был дождь. Ну, а я взял, думаю, заниматься нема чем, я возьму ножик или там ручечку и начну что-нибудь корябать на столе. Накорябал Быгдер и Миксалыч. Нет, ты писал всех подряд по именах. Не, я писал Вундер и Михайлович. Да. Но получилось Быгдер и Миксалыч. А я у тебя спросил, а кто это такие Быгдер и Миксалыч? Это кто? Ну, это мы. Так придумалось. Так, нечеканно так. Вот. Ну, а потом мы решили, что надо по поводу этого записать альбом. И записать у те истории, которые приключались около нас. Или просто что-то мы выдумали, ну, веселые мы ребята выдумали же. Ну, выдумали, но вообще главная идея альбома была заработать кучу денег. Ты вспомнил? Серьезно? Все, да, все, потому что все, кто делают какие-то там веселые вещи, они все зарабатывали много денег. Ой, я помню, слухай, это самое, Ласты Кусто, они не заработали много денег.
А потому что разбитое сердце пацана, они такие до сих пор бегают с разбитыми сердцами, никто их не подшибит. Подожди, а Саша и Сережа, га? Саша и Сережа. Ну, это наши отцы. Вот, мы на них равняемся, правда, Саша теперь не знает никто. Он где-то там бегает, и все свое богатство он зарыл у леса, у сундук. У сундук? А у сундук он это что сейчас он по лесу бегает и захороняет этот сундук, ти что? Да, он бегает около сундука и охраняет. А Сережа? А Сережа наоборот. Сережа теперь очень известный и модный парень. Накачался, покрылся татуировками и нанялся спортсменов, мордоворотов накачанных. Они его охраняют. Все тоже зататуированы со здоровенными кулачишами. Вот. И никого не пускают к телу Сережи. Вот. А если кто прорвется, то Виталий Огурков херак, бах, вертуха это самое, Маваша по рагулях. Маваши Геры по рагулях. И все, и лежит этот бедняга такой несчастный и недовольный жизнью. А еще, между прочим, Сережа летает на самолете в булочную. А это как? Вот так. Вот. Наши люди в булочную не летают на самом деле. Летает, а Сережа летает. Вот смотри. Прилетает самолетик. Сережа садится туда. Жик, и Сережа уже в булочной. А по дороге он такие сочиняет у честь пилота самолета стихи разные, песни пишет. И вообще, у честь всех авиаторов, потому что Авиатор очень... это классно. Авиатор это классно, Ну. а Сережа очень уважает самолетные компании. Аэрофлот, я думаю. Не знаю насчет аэрофлота, но самолетные компании очень... и Главное, Очень что, уважает. главное, что он Ой. очень уважает авиаторов. Это же очень важно, что он уважает авиаторов. И что еще не уважает? А он еще очень любит зорочки. Зорочки это хорошо. Зорочки, ну ладно, давай за нашу заглавную песню «Багдер Александрович». Да, потому что мы тоже уважаем зорочки. А мы тоже уважаем И мы, зорочки. между прочим, тоже красавцы. Не такие, как Саша и Сережа. Мы тоже Добро. красавцы. Первая голова. Миксалыч и Багдер, Миксалыч и Багдер, Миксалыч и Багдер, Миксалыч и Багдер. Подруга, Багдер и Миксалыч. Подруга, Багдер и Миксалыч. Подруга, Багдер и Миксалыч. Подруга, Багдер и Миксалыч. Миксалыч и Багдер, Миксалыч и Багдер, Миксалыч и Багдер, Миксалыч и Багдер. Подруга, Багдер и Миксалыч. Подруга, Багдер и Миксалыч. Подруга, Багдер и Миксалыч. Подруга, Багдер и Миксалыч. И соло на скрипке. Давай, Серег! Ну, Спасибо. спасибо, спасибо. Ну что, первую песню мы спели. Давайте теперь по второй, в другую песню, вторую песню. Вторую песню она будет про велопоход.
Ну, не совсем про велопоход. Ну, Нет, не совсем правильно. ну хотя все начиналось в 2007 году во время велопохода. Да, она начиналась, песня сама начиналась во время велопохода. Мы тогда ехали по Налиботской пуще. Ага, И мы заехали в такую глушь. на Лебокской пуше. Налибокская пуща, да. А там деревня Яцковичи. И мы решили, что... Твое здоровье. Мы так... спасибо, Саша, твое тоже. Мы посмотрели, так что там магазин давай не чокнемся. будет. Давай. Ты чокнутый, но я тоже должен И мы быть. оба чокнутые. Где наш кофе? Мы посмотрели, что уже не будет у нас ближайших деревень к нашей ночевке по месту. И мы решили просто купить что-нибудь перекусить. И Миксалыч говорит, я пойду в магазин. А я ему Не, я был тогда содержатель кассы. нет. Обшикар. Вот Ланский, который, Сухомлянский, который был с Гродно, он держал кассу целой мафии нью-йоркской или там О. лос-анджелесской, О. не знаю. Я в этом не разбираюсь. И А я был держателем Да. нашей маленькой велопоходной да, кассы. после Ланского Миксалыч подхватил его пальму первенства и взял кассу велопохода. Захожу я в магазин. Нет, он взял Стой. кассу велопохода Не, я уже и начал. уехал. Стой, я уже начал пацанам рассказывать. Не Не делайте. пацанам, и девчонкам, так само нашим слушателям. Я начал рассказывать про наш велопоход. Захожу я в этот магазин, Яцковичи. Яцкович, магазин, да. И передо мной стоит 3 мужика. И один подходит к этой Это самой. не там было. Это там было. Это не там было. Это позже. Это было у Пуши, у Яцковича. И он подходит. А! Я Первый забыл. подходит и говорит, 3 вина. Миксалыч, извини, я забыл. И Я забыл. он Миксалыч. говорит, Это я 3... придумал. я Стой, придумал, ну дай мне извини. сказать. Да. Он подходит и говорит, 3 вина. Вот такой, а продавщица такая достает там снизу 3 вина и ставит на стойку. Мужик расплачивается и уходит. А потом второй такой подходит, 3 вина. Я такой, ого, я почти что в сказке. Она ставит какое-то другое вино. Она потому что знает, какие мужики вино... Она не спрашивала, какое вино? Не, она не спрашивает. Она знала, какие мужики, ну, то есть какие мужики, какие вина предпочитают. Это понятно, что там такое. Все нормально. Что-то шумит. Всё Вот. нормально. Она ставит, значит, еще 3 вина, он расплачивается, уходит. Потом третий мужик такой, 3 вина. Я такой, ого, что-то такое не то происходит. Он снова наставит какое-то другое 3 вина. Опять не спрашивает. Нет, она не спрашивала. Она ставит 3 вина, он расплачивается, уходит, а потом я такой, килограмм пранику. Она так недобро на меня посмотрела, но килограмм пранику мне отсыпала. Да, праники она отсыпала, конечно, но она еще и керосина с ними налила, потому что праники воняли керосином. Но они воняли керосином, но все равно мы его сожрали. Мы сожрали, мы не керосин, мы праники сожрали, но пришлось с запахом керосина сожрать праники. Ну, а вообще, дорогие слушатели, у все названия плодово-крепких винов у песни самые настоящие. Вот, ну, следующая песня. Мы ничего не придумали. За нас все придумали маркетологи белорусских винодельческих комбинатов. Вот. И честное слово, там работают очень богатые на фантазию люди. Да, очень романтические люди, потому что только очень романтические люди могут придумать такие интересные названия. Например, «Любимой женщине», или «Серонада», или, например, Мистер Икс. Это очень загадочное вино. И женщина сразу, когда ты приходишь к ней с таким вином, она не знает. Она сразу понимает, что поздняя любовь. А может быть и ранняя, потому что она Не же знаю. это же мистер Икс, она же не А знает. еще есть журавлиная песня. Ой, Журавлиная журавлиная песня. песня. Да. Журавли напьются вина и поют песни. Серенада для любимых журавлей. Да. А еще есть вино, которое делает наш любимый скидельский Слонимский винзавод. Какой Слонимский? Слуцкий. Слуцкий. Почему? Потому что я сам пил это вино. Это Слуцкий винокомбинат. А, Слуцкий, я перепутал. Да. Я перепутал с Слуцкий, я да. перепутал с белой вежей. Ребята, А как называется? Александр и я. Александр и я. Я не помню. Какое классное название. Но мы же с вами все знаем, кто такие Александр. Ведь, Миксалыч, ты знаешь, кто такие Александр? Я знаю, кто такой Александр. Вот. А кто такие и я, интересно? И я. Наверное, это... Не. Нет, и я. Это может быть ослик, а может быть министр иностранных дел. А почему они так похожи? А я потому что он в честь себя назвал это вино, и в честь Александра тоже, конечно.
Не, ну это конечно. А подожди, они что, так похожи, министр иностранных дел Иосиф Иа, они так похожи? Потому что у нас люди знают только Александра и министра иностранных дел, а всех остальных политиков никто не знает. Подожди, вот тут ты не прав. Вот я с тобой Да, как хочу же поспорить. Гармошкина? Например, оппозиция. Ее нет. У меня ус отклеился. Например, оппозиция. Оппозиция. Например, оппозиция. У нас оппозицию по именам никто не знает, потому что знают лица оппозиционной наружности. И то, что они продались Госдепу. Госдеп. Госдепу сейчас Госдеп. модно Госдепу продаваться. Я бы тоже продавался. Мы теперь с ними дружим. Мы дружим, да, мы очень дружим сейчас с Госдепом. А мы не просто с Госдепом дружим, мы со всеми дружим. Да. Потому что все хотят, просто не все хотят с нами дружить просто так. А некоторые хотят в нашей постели поселиться и то тоже там лежать. Клопики. Хорошо, что хочешь, но лично я, например, не хочу, чтобы кто-то Клопики спал в важно. моей постели, кроме меня и моей жены. И клопики. Благодаря тоже не хочу, чтобы спал кто-нибудь кроме меня. А клопики? И жены тоже. Хорошо. И тогда давай договоримся, что в Хватит, моей хватит постели... о политике. Подожди, в моей постели сплю я с моей женой, а в твоей постели спишь. Я и моя жена. Все, договорились. Или Бульзер. Нет, Бульзер не надо. Не, Бульзер не надо. Не надо, Бальтер. Добро. 3 вина. Бендер. 3 вина, по 3 вина, купляют мужики и пьют до дна. 3 вина, по 3 вина, купляют мужики и пьют до дна. Водово, моцные, вкусные вина, у нашей дворы любят все мужчины. С самого утра яны под магазином. Для тех, кто любит сказки, волшебная флейта. А ты, кто в кино, товарищ Бендер. А еще загадочный мистер Хан. Участь его названа Рок-группа. 3 вина, по 3 вина, купляют мужики и пьют до дна. 3 вина, по 3 вина, купляют мужики и пьют до дна. На дорожку кузнецтва имею право. Баргузский вариант, слонимские забавы. 3 вина, по 3 вина, купляют мужики и пьют до дна. 3 вина, по 3 вина, купляют мужики и пьют до дна. А вечером продавщица не нагрустит. Цветов никто не дарит, зефиром не угостит. А Все потому, что нет денег у мужчин, а все деньги потратили на вкусные вина. 3 вина, по 3 вина, купляют мужики и пьют до дна. 3 вина, по 3 вина, купляют мужики и пьют до дна. 3 вина, по 3 вина, купляют мужики и пьют до дна. 3 вина, по 3 вина, купляют мужики и пьют до дна. Классный такой ход был. Хорошо. А следующая песня будет про нелегкую жизнь милиционера. О, Называется да. «Новоселье мента». Да. Да, это потому, что у нас в стране очень много милиционеров, и ничего без них не происходит. Не ролится. А все они командуют, они всем командуют, и они все организуют. Им И сложно. очень Им сложно. А еще Левон Артурович спел когда-то, что некоторые
девчонки похожие на проституток, а все хлопцы похожи на милиционеров. И это потому, что чтобы они друг другу понравились. А еще, чтобы получить городскую прописку. Гродненскую прописку. Ну, Они все хотят гродненцами. Гродненцами Да. быть, а лишь... Даже минские менты тоже вони хочуть. Они так пишут письма, мы так хотим переехать. А мы им отказываем. А мы им отказываем. Потому что мы с Вундером Мы отказываем. сидим, С Бехдером мы отказываем. мы сидим у такой комиссии, и там как только мент какой-то... Милиционер. Хороший милиционер. Или полициянт. Полиция. Ну, добрый, ладно, хорошо. Добро. А вот у нашем дворе милиционеров так не любят, как его сильно, так как у целом по краине. А почему? Потому что у нас почти все пацаны по малолетке отсидели на зоне. Вот, и теперь они не очень этим довольны. Да, у нас в Беларуси, между прочим, каждый второй это нарушитель порядка. Ну так, хулиган. Вот поэтому у нас так много милиций. Потому что надо же этих хулиганов или нарушителей порядка как-то организовать, чтобы охранять их и чтобы они особо не буйствовали. Они все время буйствуют и капец просто. Вот. А теперь вот мы споем песню про сложную жизнь милиционера. Да. У нашем дворе. Вот он поселился, и ему очень сложно. Все отлично. Ой, чтобы было не так сложно, мы споем. Поехали. Раз, два, три, четыре. У нашем дворе поселился мент. Мужики напряглись, власти агент. Было все спокойно, не было печали. Усе выпивали, в домино забивали. И вот теперь такая херовая новость. Стала як у собачьем горле кость. Весна, соника красота. А в нашем доме новоселье мелка. Весна, соника красота. А в нашем доме новоселье мелка. Все мужики на нашем районе по малолетке отметились на зоне. Дядя Коля сказал, что Каждая ворона, зная, что мента нам прислали на зоны. дядя Марик кричит: Провокация! Все менты не нашей ориентации. весна, соника красота. А в нашем доме новоселье мента. Весна, соника красота. А в нашем доме новоселье мента. На новоселье менты бухали, усю квартиру засрали, заблевали, на балконе жарили шашлыки. А что они не люди, не мужики? На утро мент с подунов полез чинить розетку. Приехала за ним медицинская каретка. Весна, соника красота. А в нашем доме похороны мента. Весна, соника красота. А в нашем доме похороны мента. Выпьем за его здоровье. Чтобы ему было хорошо. Здоровье ему уже нам не надо. Весна, соника красота. А в нашем доме новоселье мента. Весна, соника красота. А в нашем доме похороны
Ну, Да. милиционер, Ну, колено. милиционер переехал из многоэтажки. У свой личный домик, между прочим. Ну, все Не-не-не, домик, ты да. что там было? И Помнишь теперь- у концовки? Ну, Ну, летели, А чего ты молчала? Молчал. нет, он теперь в личном домике, и ему там В личном хорошо. домике. Уютно, потому что ему не надо делить Ну, с- летела, со ребята, всякими вернулся. соседями, потому что соседи шумят, кричат и Ну, варят поймёт. пельмени. Али обещал вернуться, но... Ну, они придут, ну, не, ему не надо возвращаться, потому Зачем? Не что надо. если он вернется, то он будет зомби. Он будет местным зомби, С это палкой. Мент зомби это капец. зомби-мент. Нам хватает живых ментов.